Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. 1 мая – праздник весны и труда, день, когда весь мир отмечает единство трудящихся. Но что же стоит за этим праздником сегодня? В преддверии 1 мая мы поговорим о правах трудящихся, социальных гарантиях и защите интересов работников. Поскольку профсоюзы – это не просто организация, а защита прав и интересов миллионов работников, о предстоящем празднике не только мы сегодня поговорим с моим гостем Николаем Дегтяревым, который знает о трудовых правах все. Николай Николаевич, добрый вечер. Вечер добрый. Давайте сначала о грядущем празднике. Буквально несколько дней остается до 1 мая. Это такой большой символ солидарности всех трудящихся. Как в этом году будем консолидироваться, солидироваться? Еще 28 января этого года исполком Федерации независимых профсоюзов России принял решение о проведении всероссийской акции. Как вы правильно отметили, к Международному дню солидарности трудящихся. Но в настоящее время мы празднуем праздник весны и труда. А мы 3 апреля уже Советом Федерации профсоюза Республики Саха-Якутия тоже приняли решение об участии во всероссийской акции. Форматы, конечно же, различные по предложенным ФНПР. Это проведение трехсторонних комиссий, территориальных трехсторонних комиссий, встреча с социальными партнерами, с работодателями. Конечно же, всегда это чествование трудящихся, лучших производственников. Последние годы, если взять формат в муниципальных наших образованиях, там очень много шествий и субботников по очистке территорий. Формат будет различен. И мы рекомендовали всем нашим муниципальным районам. А в городе Якутске мы уже еще с прошлого года приняли решение до завершения специальной военной операции до нашей победы воздержаться от проведения демонстраций. И в этом году, как и в прошлом году, пройдет чествование трудящихся. Как вы знаете, у нас ежегодно 50 лучшим работникам вручаются премии главы «Человек труда». С прошлого года у нас награждаются 10 человек почетным званием «Почетный наставник». Есть у нас и трудовые династии, которых мы ежегодно 10 лучших трудовых династий включаются в Книгу почета Республики Саха-Якутия. В этом году у нас еще мы отмечаем 105-летие профсоюзного движения в Якутии. Ничего себе. Поэтому будем поздравлять и наших ветеранов профсоюзного движения. Так что и будет их чествование на площади Дружбы в 12 часов. Всех наших горожан, гостей столицы приглашаем принять участие. Здесь не только торжественная часть, у нас очень хорошие, большие трудовые коллективы художественной самодеятельности. Большая трудовая история у нас. Да, поэтому и будет концерт, будут проведены конкурсы, поэтому всех приглашаем. То есть я правильно понимаю, что несмотря на отмену шествия традиционного уже на протяжении нескольких лет, все равно атмосфера праздника, она сохранится? Да, конечно, тем более начиналось это с пандемии, с запретов, и мы резко увеличили различные мероприятия в социальных сетях, онлайн-трансляциях, поэтому этот формат проведения, мы с прошлого года ежегодно уже объявляем конкурс авторской песни о труде, о людях труда. В этом году более 50 уже заявок к нам поступило. Буквально завтра будет проведен конкурс рабочей песни, и победители также будут представлены на первомайском мероприятии. Поэтому формат различен, тем более сейчас у нас молодежь активно участвуют в различных флешмобах, и тоже как раз, чтобы до них дойти, изыскиваем различные
меры. А потому что Первомай — праздник с богатой историей, тянущийся еще с долгих далеких веков. Я понимаю, что вот это один из способов. Ну вот как раз в этом году как раз мы отмечаем 140-летие Первомайского движения. Ну вообще, если в историю уходить, то это 1886 год. В городе Чикаго прошла первая массовая демонстрация за свои права. Вот демонстрации требовали 8-часовой рабочий день. Конечно, прошло столкновение полиции, были и жертвы, поэтому уже в 1891 году Конгресс Второго Интернационала вот как раз объявил 1 мая Днем международной солидарности трудящихся. А вот история в России первомайская начиналась с 1891, когда в Петрограде первые вот эти прошли. А если вот более так празднество, да, то это только после Октябрьской революции. Это я к чему веду? К тому, что Первомай — это не праздник бабушек и дедушек, тети, дядь, это уже такой многим понятный, многим популярный для многих праздник, в том числе и у молодого поколения, благодаря вот таким вот флешмобам и акциям. Николай Николаевич, я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в Телеграме 914 235 05 02. Вы упомянули трудовые коллективы, трудовые династии, которые делают большой вклад, собственно, в популяризацию любой профессии. Как выстроена работа с ними, как поддерживает Федерация профсоюзов трудовые династии? Есть ли такие ударники предприятия, которые вот славятся своими трудовыми Ну, на самом деле, вот именно трудящиеся, ну, конечно, во многих коллективах, и в том числе и в коллективных договорах, отражены вот поддержка и чествование вот этих трудовых династий. У многих есть. Если мы говорим о включении вот, в книгу почета 10 ежегодно, то заявки поступают более 200. У нас в этом году вот в одной трудовой династии вот год более 500 лет. Если взять по России, даже вот по 1000 лет есть. Поэтому вот это на самом-то деле гордость, это преемственность поколений. И вот как раз мы почему сейчас обостряем на это внимание? Ну, понимаете, нам говорят, что новое поколение, у них совсем другие взгляды, другое отношение к труду, работе, да, поэтому вот как раз вопрос вот, преемственности, наставничества – это одним из самых главных, чтобы вот нынешняя молодежь стала, ну, быстрее приобщалась к труду и стали профессионалами. Поэтому вот сейчас уже мы еще с 2018 года на самом-то деле президент нашей страны дал поручение о поддержке наставничества. Мы также это целенаправленно проводим. В прошлом году по инициативе Федерации профсоюзов наша трехсторонняя комиссия поддержала о почетном наставничестве, о доплатах за наставничество. На самом-то деле это очень, так скажем, не всем дано быть наставниками, и здесь трудности есть. Тем более, вот, как я уже сказал, надо уметь найти язык с этим молодым специалистом. И здесь вот хочу поблагодарить наших социальных партнеров и правительство. Вот все нормативные акты у нас приняты. А вот в Российской Федерации буквально 23 апреля только-только этот вопрос обсужден, поддержан, конечно, и направлен на как рекомендации регионам. А у нас вот это есть. Мы идем дальше, не останавливаемся на этом. Мы сейчас уже разрабатываем дополнительные гарантии для наставников. И этот вопрос тоже мотиваторов, получается. Да, вот это мы считаем необходимым. Николай Николаевич, а вы верите, ну, вот в эту разницу в отношении к работе? То есть же, ну, вот говорите, молодое поколение немножко по-другому относится. А почему? Да, это всем понятно. Это люди с совсем другим мировоззрением. Но можно даже, ну, не в обиду будет сказано, это дети гаджетов, да. Очень быстрыми темпами это все развивается. Они получают очень много информации, но при этом не приручены к труду.
об этом не раз говорили. Ну, наше поколение совсем другое. Мы даже и пионер-лагерей не были, мы все лето работали, зарабатывали. А нынешняя молодежь, к сожалению, мы не можем их обеспечить вот как раз необходимой. Да, сейчас многие родители хотят, чтобы их дети в каникулярное время работали, но всех обеспечить мы тоже не можем. Так, Там получается, не сколько требования тоже... Вина молодежи, сколько и наша вина в том, что вот мы таких взрастили вместе с Конечно. глобализацией. Прежде всего, да. Вот надо вообще с самого детства воспитывать труду. И, к сожалению, у нас идеология немножко, даже фактически нету идеологии по стране, а на самом-то деле созидательный труд, человек труда, вот как раз надо воспитывать. При любой системе, вот Туруле, вот, по-якутски, на самом-то деле вот работающий человек должен быть в чести. И так и было. И мы вот стараемся, чтобы был престиж человека труда. Очень отрадно, вот, что у нас возобновилось, да, конкурсы профессионального мастерства. Вот в Российской Федерации уже в этом году уже по 25 номинациям будут проводиться конкурсы. У нас в республике региональные этапы по 6 профессиям пройдут. И нам очень хочется, чтобы мы к концу года чествовали не только вот лучших спортсменов, тоже не в обиду, потому что я поддерживаю спорт, и лучших работников. звезд, да, чтобы мы чествовали лучших работников по итогам года, лучшие по профессии. У нас не только же рабочие профессии, у нас в республике проводится очень много конкурсов, вот, учитель года, воспитатели, работник культуры по всем направлениям. Научная деятельность. Да, вот, и мы хотим, чтобы у нас системно вот так и же к концу года чествовались. Вот с такой инициативой мы правительству вышли. Это очень благая инициатива. Николай Николаевич, предлагаю поговорить о северных гарантиях. Большое внимание уделяется в нашей республике этой сфере, компенсациям для работников. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы в этой сфере профсоюзы считают сегодня наиболее приоритетными? Есть ли какие-то... Ну, скажем так, в профсоюзах оно на одном из первых, потому что целый раздел есть в нашей программе «Справедливой экономики», это ФНПР. Но если взять нашу республику, конечно, мы с такими климатическими условиями, это из главных. Одно из главных вот, законодательных гарантий – это проезд в отпуск. Проезд в отпуск один раз в 2 года с несовершеннолетними детьми. И здесь вот как раз у нас ежегодно возникают вопросы, проблемы. Тем более в этом году вот мы проездили по районам, недостаточно финансирования. Да, это компенсационные, до конца года компенсируются, но сейчас такими тарифами, особенно вот, в северных районах, прилететь в Якутск, это в одну сторону вот, колымская группа 50 тысяч. Ну, представьте, если с детьми... Ну, в Москву намного дешевле, да, там еще есть субсидированный рейс. Вот, поэтому это законодательная гарантия. Поэтому никакие работодатели не должны говорить, что отсутствует средств. До конца года вот эти средства должны быть компенсированы. Вот это, на мой взгляд, одним из самых хороших гарантий для работников Крайнего Севера. Ну и, конечно же, было время, пытались отменить наши районные коэффициенты Северной Надбавки, говоря, что это анахронизм, это дополнительная работа для бухгалтеров. На самом деле совсем другое имели в виду, поэтому вот эти мы всегда отстаиваем. Мы, наверное, возможно, и вы присоединялись к сбору подписей. Буквально за считанные дни мы более 110 тысяч подписей собрали. И этот вопрос был вообще, ну, хочу сказать, не снят, а отложен. Так что мы всегда хочется, чтобы был снят. На самом деле. Да. То есть, а я правильно понимаю, что это же вот история «лети сейчас, потом оплатим», не вот как установлены, сколько там, 3-4 дня по закону, тоже на самом деле отчасти немного нарушение. Не, вот здесь это проезд в отпуск. Да. А отпускные, это согласно закону, за 3 дня. Также вот сейчас эти вопросы поднимали. Мы просмотрели финансовое управление в муниципальных образованиях. Это подтвердили, что сейчас роспись бюджета прошла на все лето. Но представляете, у нас работники образования, культуры после этого сразу уходят в отпуск. В отпуска, значит, у нас всегда было так, что отпускные финансировались в мае, чтобы успеть все это законодательно
выдержать. Сейчас вот так. Но мы по приезду, особенно в Розе, я встречался с министром образования, этот вопрос поднимали. И сейчас на уровне правительства этот вопрос тоже направили, чтобы своевременное финансирование было. Николай Николаевич, предлагаю еще поговорить об охране труда на производстве и в бюджетной сфере, в частности, одно из ключевых направлений, в том числе и вашей работы. Какие здесь есть основные позитивные сдвиги? Я уверен, что их очень много. Есть какие-то самые главные такие нарушения, которые пытаются искоренить, но пока, что называется, телега медленно идет. Ну, да, это охрана труда одна из основных наших направлений. Пользуясь случаем, я выражаю большую благодарность нашим техническим инспекторам, их немного. Ну и, конечно же, нашему уполномоченному по охране труда, более 1000 человек ежегодно, как я уже сказал, ранее говорил, более 1000, по прошлому году более 5000 нарушений выявили, это уже предотвращенные несчастные случаи. Но если говорить об итогах, то есть снижение общего количества несчастных случаев, но нас беспокоит то, что у нас все равно на высоком уровне сохраняется несчастный случай со смертельным исходом, с тяжелыми последствиями, по которым, конечно, мы принимаем решения, и сейчас все министерства отраслевые по каждому поводу рассматривают, это уже тоже плюсом идет. Но, с другой стороны, хочу отметить, большинство это у нас добывающей промышленности и предприятиях, организациях, где нет профсоюзов. Вот это факт, и мы-то участвуем, Федерация профсоюзов участвует во всех расследованиях по несчастным случаям. Если говорить, у нас сложности еще по тем, где есть вот договора гражданско-правового характера. Эти несчастные случаи вообще не обследуются, потому что нет трудовых отношений. Но в этом же и суть ГПХ. Да, вот поэтому вот эти вопросы пока у нас остаются открытыми. Конечно, мы встаем на защиту работников, но законодательно это не закреплено. Ну, хорошо, хоть что с прошлого года уже принято решение, им еще могут выплатить больничные, да, даже назначаться пенсии, да, ГПХ, но при этом, если они отчисляют средства в социальный фонд. Я поэтому и спрашиваю, а сколько кто вот, в режиме самозанятых отчислил или ГПХ, пока этой информацией мы не владеем, это мизер. Поэтому у нас еще мина замедленное действие в том, что в последующем будет очень сложно выходить на пенсию, обеспечивать пенсию. Социальная пенсия, вы знаете, это в 70 лет, и при этом только в размере прожиточного минимума. Ну вот если по ГПХ сегодня немножко поговорить, я так понимаю, что это такая своего рода каббалистический немножко документ, очень выгодный работодателю, потому что, ну, по сути, ни отпусков, ни больничных, ничего платить не надо, ты в быстрый срок нанимаешь себе инструмент, и вот этот инструмент на тебя работает. Да. Насколько с точки зрения вот профсоюзов это правильный подход? Нет, конечно, мы всегда против этого, но, к сожалению, из безвыходности ситуации у нас в республике уже более 100 тысяч человек на ГПХ, 70 тысяч приблизительно или больше в режиме самозанятости. О чем я говорю, они теряют все социальные гарантии, если переходят на это. И стаж в том числе? Да, конечно, если нет отчислений пенсионной, какие стажи? Вот об этом мы говорим, но вот последние годы у нас работает межведомственная комиссия по легализации трудовых отношений. И Министерством труда сейчас обращается Российской Федерации, вот определены признаки трудовых отношений, и в этом направлении предстоит очень большая работа. Сейчас налоговая, конечно, пытается выявлять, но в любом случае, но если взять даже бюджетную сферу, мы же очень многих-то на аутсорсинг вывели, которые дизайнеров. На самом-то деле так и трудовых отношениях по распорядку дня, ежедневное проведение каких-то работ. Фактически это трудовые отношения. Вот здесь, да, я говорю, вот, может быть, мы синициируем и судебные решения в этом направлении. Николай Николаевич, предлагаю поговорить о важности, нужности профсоюзов, тем более мы с вами встречаемся в канун одного из главного праздника трудящихся. С каким запросом сегодня обращаются работники и в Федерацию профсоюзов, и в целом в профсоюзы, которые действуют, но я думаю, что
в превалирующем большинстве наших якутских компаний. Да, мы ежегодно также эту аналитику проводим. Конечно, вот буквально самый актуальный вопрос на сегодня – это задолженность по заработной плате работников ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Уже вот сегодня 28-е, они должны были получить заработную плату, но я не скажу вот завтра, что все это решено, потому что без решений со стороны правительства финансирования, вот, предоставления субсидий. По прошлому году задолженность ГУП ЖКХ 14 миллиардов бюджета республики. А ежемесячный уровень заработной платы это 600 миллионов, плюс если налоги, то еще 300 миллионов. Поэтому на самом-то деле, и вчера правильно глава говорил, мы по этому вопросу после встречи с трудовым коллективом тоже обращались. Пора решать этот вопрос, а не откладывать. Прежде очередь это погашение задолженности по заработной плате, а в дальнейшем вообще как будет уже существовать это предприятие. Но, конечно, мы за то, чтобы сохранить предприятие, но в дальнейшем вот сейчас какое решение правительства по финансовому оздоровлению примет, от этого будет зависеть очень многое. Ну и, конечно же, защита своих прав, это, так скажем, есть большинство у нас добросовестные работодатели, наниматели, но есть и другие, которые вообще не считаются трудовым законодательством. Поэтому вот по обращениям, в основном по неправильному, так скажем, увольнению, нарушении, такие вопросы есть. Очень много сейчас вопросов в связи с реорганизацией, ликвидацией предприятий, организаций. Сейчас же идут оптимизационные мероприятия. И мы, конечно, на контроле это все держим. Конечно, это требование времени, возможно, и количество детей у нас уменьшается. Поэтому вот соблюдение законодательных прав работников в этом вопросе тоже это мы отслеживаем. Но вместе с тем профсоюз это же не такой, не контрольная, не тяжелая рука, условно говоря, трудовой инспекции. Такая мягкая сила. Правильно я понимаю, что условно мне не выплатили зарплату там в положенные сроки, я бегу в профсоюз, говорю, так и так, работодателю я говорю, работать я не буду, пока зарплату не дадите, я в профсоюз. Но здесь тоже... Это не мой конкретный не просто случай. Так вот зарплату не дали, надо выдержать 15 дней суток. После этого уже человек может не работать. Но на самом деле вы правы в чем? Мы работаем в социальном партнерстве. Как я уже говорил, мы не пытаемся передавать сразу в надзорные органы, хотя у нас с Гострудинспекцией и с прокуратурой сложились очень тесные связи, но прежде всего мы пытаемся, чтобы работодатель это понял и устранил допущенное нарушение. Если нет, то спокойно мы передаем дело. И по итогам года у нас достаточно и административных мер было принято, отстранение работы руководителей. Но пока до уголовного у нас еще не дошло. Время покажет, что называется, Николай Николаевич. Колдоговор. Еще одно такое ноу-хау для меня лично. Коллективный договор расшифрую для наших зрителей. Как он работает, насколько эффективно эта система выстроена в организациях нашей республики, в чем преференция? Где есть профсоюзы, в 96% предприятий и организациях коллективные договора имеются. Вот где 3-4% это пока идут переговорные процессы. Вы понимаете, коллективный договор принимается на 3 года, и вот согласно нашего Трудового кодекса почти 1/3 статей идет отсылка на коллективный договор. Поэтому это самый главный документ правоотношений работника и работодателя. Как только пришли на работу, надо ознакомиться, что ваша ответственность, что ваши права, вот эти надо знать. К сожалению, вот в школах, сейчас очень хорошо, что финансовую грамотность, на самом-то деле именно и трудовую грамотность надо и преподавать, и чтобы молодежь знала. И хочу сказать, что есть очень хорошие у нас коллективные договора, мы ежегодно проводим, вот буквально сегодня
по итогам принято коллективных договоров, социального партнерства. Мы награждали лучшие предприятия организации нашей республики. И здесь хочу сказать, что и на федеральном уровне наши компании занимали лучшие места за хорошие коллективные договора. Поэтому вот это вы правильно отмечаете, надо знать коллективный договор. Это договор сотрудника с предприятием? Нет, это... Мы точно у нас в НВК... Трудовой, это если работник, работодатель, трудовой договор. Коллективный договор распространяется на всех. И это... На всех сотрудников? Да, на всех сотрудников. Вот эта компания, переговорная компания, от представителя работника в основном выступают профсоюзы, где есть профсоюз. А где нет профсоюзов, то должны избрать доверенные лица. Поэтому вот все это зарегламентировано. Работодатель не может отказаться от проведения переговоров по коллективным договорам. Да, есть, и многие наши коллеги говорят, что плохо, что коллективный договор распространяется на всех. На самом-то деле мы говорим о том, что законодательные гарантии должны на всех, а то, что добиваются профсоюзы, только для членов профсоюзов. Кстати, очень хороший пример. Это в 2020 году Республика Беларусь внесла изменения в свой трудовой кодекс, и как раз вот так 365-я статья они изменили, вот так и прописали. И сейчас вот наши коллеги туда ездили, членство в профсоюзах 99%. Представляете? Такая хорошая мотивация. Как в советские наши времена. Вот, к слову, про бонусы членства профсоюзов. Хочу поговорить еще про санаторно-курортное лечение. Санаторно-курортный отдых, для нас он всегда был, для жителей Якутии, таким серьезным подспорьем. Как сегодня развивается направление, какие планы на оздоровление трудящихся, все ли гарантии, всем ли гарантирован, или опять же только тем, кто в профсоюзе? Это очень сложно. Немногие трудовые коллективы, компании могут себе позволить предоставлять средства на оздоровление, санаторно-курортные в том числе. Только крупные наши компании. Многие вот наши профсоюзы, образование, здравоохранение компенсируют часть прохождения оздоровления. И здесь хочу что сказать. Да, эта система была разрушена. У нас система профкурорт в России есть, где предоставляются льготы членам профсоюзов в размере 20%. Вот этот вопрос, конечно, в основном, если взять бюджетный, соцфонд финансирует только санаторно-курортный для предпенсионеров и для работников с тяжелыми, вредными условиями труда. И здесь, опять же, возвращаемся к вопросу возврата средств социального фонда на предупредительные мероприятия. Вот как раз через это, возвращая свои средства со страха, можно вот как раз на эти направления сделать. И хочется отметить, что у нас, к сожалению, ежегодно не осваивались эти средства соцфонда, но очень надеемся, что в этом году, вот по последним данным, управляющая нам говорила, что почти все заявление есть, но другой заявится, а потом исполнять. Но здесь тоже вот проблема в чем? Для этих средства возмещаются. Сперва тратит предприятие организацию, а потом это возмещается. Но для бюджетников-то у них нет средств. Поэтому вот как раз этот вопрос мы поднимали на прошедшей коллегии Минтруда. У нас там принимала участие генеральный директор Национальной ассоциации охраны труда Кондратьева Ольга Евгеньевна. И вот как раз я этот вопрос понял, она вот такая с воодушевлением приняла, вот как раз да, будем добиваться этого. Я буду очень благодарен, да все мы будем за нее рады, если она добьется этого. Ну и я уже в следующем у нас Генсовет 20 мая, и этот вопрос также подниму, потому что в связи со сложностью бюджета не только вот это, конечно, на охрану труда направлять средства фактически нет средств. Поэтому вот эти возвратные средства очень нужны. Николай Николаевич, а вот 3 волшебные буквы ДМС есть на каких-то предприятиях, компаниях, на каких-то нет. Но условно вот в «Газпроме» просто, грубо говоря, есть,
В детском саду номер 53, условно, там ДМС нет. Как можно ли повлиять на работодателя, включить Ну, это эти три волшебные несравнимые буквы? Я понимаю, да. Потому что бюджетников это фактически нет, потому что они сидят на бюджетных И на местах, УМС. дополнительно на это нет. А для предприятий и организаций вот как раз очень хорошая, ну, в том числе и профсоюзы, где сильные профсоюзы, они тоже своим членам профсоюза вот эти дополнительные медицинское страхование осуществляют. Здесь как раз и речь идет, вот не зря об этом говорю, в прошлом году был принят корпоративный стандарт демографической политики. И мы вот как раз в новом вот соглашении это тоже прописали. И в этом направлении мы будем рекомендовать. Сейчас пока мы буквально вот апрель-май мы проводим мониторинг лучших практик коллективных договоров. И в сентябре мы постараемся вывести на республиканскую трехстороннюю комиссию рекомендации по как раз развитию корпоративного. Сейчас тенденция такая идет. Не просто охрана труда отдельно, а должен быть, ну, как сейчас в этом месячнике, это психосоциальная, вот, так скажем, ну, рабочая психоэмоциональная, социальная рабочая среда, которая у нас очень много, на самом-то деле, и профессиональных выгораний, и тем более сейчас в связи с оптимизацией увеличивается нагрузки, человек в стрессе. Человек в стрессе может допустить всякое, в том числе и несчастные случаи. Поэтому все сейчас политика в этом направлении меняется. Поэтому вот дополнительные гарантии вот, и через ДМС, через предоставление, вот очень хороший, буквально недавно наш ЖДЯ вот, всех ошарашил, за рождение ребенка будет выделен 1 миллион работников. От предприятия? От предприятия, вот представляете, вот. да. Первые шаги. И вот Сахатранснефтегаз в прошлом году, как только президент наш об этом и объявил, снятие ограничений налогообложения, раньше свыше 50 тысяч, если ты работнику давал поощрение, то уже все это облагалось налогом. Сейчас эта сумма поднята до 1 миллиона без налогообложения, поэтому предприятия, организации уже к этому стремятся. То есть какая-то уже свобода вот в этом плане появилась. Да, поэтому мы будем, и, конечно, профсоюзы будут настаивать о принятии дополнительных. Николай Николаевич, еще о новом, немножко совсем кратко предлагаю поговорить. Живем в быстро меняющемся стремительном мире, куча новых профессий появилась за последние, наверное, лет 10. Как профсоюз вот с этими новичками взаимодействует? Ну, на самом деле, да, вот есть ФНПР, подготовил законопроект самозанятых, вот так еще более правильно сказать. У нас же как таксисты работают, на самом-то деле их работодателями эти порталы, системы. Агрегаторы, да. Да, агрегаторы. Вот здесь их очень много стало, но они никак не защищены. Поэтому вот необходимо принять отдельный закон в защите их прав и обязанностей. Так, профсоюз таксистов создаем, условный. Ну, на самом деле, где-то есть, а где-то есть. Я уверен, что мировая практика есть везде. Ну, это есть. Но здесь, как бы говорят, нет трудовых отношений, на самом-то деле не так. Да. Поэтому вот этот надо провести. Ну и, конечно же, по самозанятым. Да, у них сейчас вроде бы хороший режим, да, небольшие выплаты, но это, как я уже говорил, это мина замедленного действия. В последующем, как они будут вырабатывать свой стаж, столько доходов, ну большинство, скажем, столько доходов, чтобы делать отчисления пенсионного фонда, у них нет. Но будем надеяться, вот что эти они сложности есть. Тем более сейчас вообще искусственный интеллект, как с этим... Профсоюз, те, кто работает с искусственным интеллектом. Мы уже внедряем применение искусственного интеллекта, но просто в помощь. В целом, на самом-то деле, без человека, знающего человека, пока защищать. Да. Николай Николаевич, предлагаю завершить наш с вами диалог на очень позитивной ноте. Ваше традиционное пожелание всем трудящимся, всем коллективам в преддверии праздника, ну и, наверное, уже и на сам праздник. Ну,
всех, конечно, трудящихся нашей республики, уважаемых наших ветеранов, поздравляю с наступающим Днем весны и труда, с Международным днем солидарности и трудящихся. Ну, главное, это, конечно же, здоровье и мир. Ну и, конечно же, хороших доходов, достойного труда, без которого нет на самом-то деле жизни. Поэтому всех с наступающим. Ну, а на случай чего всегда есть профсоюз, который может для любого Да. работника быть отличным, так скажем, плечом. Николай Николаевич, я благодарю вас за интересную беседу. Поздравляю вас, в том числе, с наступающим праздником. Желаю вам оставаться непоколебимым на этом непростом, но очень интересном пути. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням 19:15. Расскажем обо всем в деталях.